В городе наступили первые холода, а на столичной ТЭЦ, напротив, настала горячая пора. На самой большой котельной страны начали готовиться к отопительному сезону. На складах ТЭЦ хранится 130 тысяч тонн угля. Правда, для того, чтобы дать старт подаче тепла, угля нужно больше. 119 тысяч – это Каракече, и 11 тысяч – это Шубаркуль, импортный уголь, так называемый. На начало УЗП нам нужно порядка 200-220 тысяч. По предварительным подсчетам, с учетом расходов, в октябре месяце у нас будет на складе уже 230 тысяч тонн угля, что говорит о том, что мы можем спокойно и надежно войти в УЗП. ТЭЦ Бишкека обеспечивает теплом почти 90% жилых домов, практически все больницы, школы и детские сады. Сама электроцентраль расположилась недалеко от центра столицы, вблизи частные дома и многоквартирные районы. Именно поэтому соблюдение норм экологии здесь крайне важно. Раньше уголь ссыпали открытым способом, из-за чего все вокруг было в пыли, на что не раз жаловались местные жители. Сейчас для решения этой проблемы закупили 5 телескопических установок. Принцип работы нового оборудования схож с действием обычного пылесоса, только процесс идет в обратную сторону. Если в первом труба вытягивает излишки грязи и пыли, то телескопическая установка, наоборот, извергает из себя загруженный в нее уголь, а щетки, расположенные на ней, удерживают и не дают пыли разлететься. На протяжении 3 лет на ТЭЦ проводили масштабную модернизацию. Тогда на то, чтобы обновить котлоагрегаты и турбины, были потрачены сотни миллионов долларов США. Позже выяснилось, что на эти деньги заменили 30% станции. Часть оборудования 50-летнего срока службы так и осталась нетронутой. Та самая модернизация предполагала, что новая техника позволит отказаться от импортного топлива и полностью перейти на местный уголь. Однако поставки казахстанских пород все еще не прекращены. Металл есть металл, да, оборудование, железо. Говорить, что полностью гарантировать полностью отсутствие каких-то катаклизмов, да, техногенных и так далее, очень сложно. Но мы будем стараться, и оборудование готово, действительно готово. То есть у нас ремонты все ведутся без отставания по графику. Я думаю, что тут я могу гарантировать, что зимой город не останется без отопления. Казахстанский уголь более качественный и калорийный, говорят на ТЭЦ, соответственно, и расходуются в меньших объемах. Потому именно эта порода в цене и среди розничных покупателей. И если сегодня на ТЭЦ, пусть в меньшем количестве, но тем не менее есть качественный уголь, то в пунктах оптовой продажи ситуация обстоит иначе. Самого популярного вида топлива сегодня нет совсем. Договоры с поставщиками заключили, а уголь пока еще не привезли. Мало не возят. Сейчас Казахстан тем более свои снабжает. Поставок мало. Они же там с августа, считай, по октябрь где-то Казахстан своих снабжает. И с углем тяжко, они мало дают. А после октября здесь вафом будет угля. Отопительный сезон в столице планируется начать уже со следующего месяца. Однако спрос на твердое топливо среди горожан возрос уже сейчас. В среднем стоимость 1 тонны казахстанского угля в этом сезоне около 3900 сомов. Отечественный же можно будет купить дешевле, в пределах 3500. Сабина Дамаскина, Урмат Мамбеталиев, НТС.